С виду это маленькая безобидная речушка, но во время непогоды река Дзукта превращается в бурный поток, который сметает все на своем пути. Во время ливневых дождей река неоднократно выходила из берегов и подтапливала округу. Жители села Дзукта, а это около 18 семей, оказывались оторванными от города. А произошедший в 2018 году оползень и вовсе смыл дорогу и автомобильный мост. Было очень тяжело, крайне тяжело. Не было дороги, дети в школу не могли ходить, люди на работу не могли ходить. Ездили кое-как, пешком через лес ходили, детей водили. И люди на работу ходили. Слава богу, сделали мосты и довольные. Ни одна скорая туда не поднималась, потому что ни моста, ни дороги, ничего, хоть умирай. Это мы вывозили больного, вывозили люди, вот сюда вниз спускали. Если успеют, если не успеют, значит не успеют. Жители села пытались своими силами исправить ситуацию. 3 раза возводили самодельный мост. Река вновь и вновь смывала сооружение. И людям приходилось испытывать крайние неудобства. И все это на протяжении 3 лет. И, наконец, в прошлом году районная администрация изыскала средства, и капитальный автомобильный мост был построен. Теперь данное инфраструктурное сооружение отвечает всем техническим требованиям эксплуатации и безопасности. Строительные работы обошлись в 5 миллионов 300 тысяч рублей. Люди могут в любое время проходить. Есть, соответственно, перила, покрытия, насыпали гравий, чтобы машины без проблем. Ну и, конечно, русло поменяли. Ну, мост сейчас очень полноценный, капитальный мост. 3 года это было мучение страшное. Дети падали. Машины ведущие, мы ЗИЛ специально вызывали, ведущий ЗИЛ, попросили, чтобы нас, детей, со школы забирали, с детских садов забирали детей и поднимали. Это была катастрофа. Мы довольны от и до. Хоть сейчас не боишься, хоть спокойно проезжаешь. Вот ливень вот буквально вот вчера шел. Опять мы думали смерч, опять вот уже душа вот все равно болела, понимаете, мы привыкли по речке и уже забываешь, что новый мост построили нам. Огромное спасибо всем. Подалеку от этого моста, примерно в 50 метрах, находится еще один. Здесь была аналогичная проблема. Из-за разлива реки при ливневых дождях мост обветшал. Более того, существовала угроза разрушения и самой дороги. Здесь также были проведены строительные и укрепительные работы на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. Было принято решение Алхазом Завуровичем сделать аналогичный мост, меньше размером. Нашли средства, и просто мы, в том числе, как я, местный житель и жители Синопского ущелья, благодарны, что построили еще один мост, и сейчас деревня может спать спокойно и в любую погоду ездит в школу, в садик и по своим делам. За строительными работами следили президент страны Аслан Бжани и глава Сухумского района Алхаз Читанава. Финансовые средства на оба проекта были выделены из местного бюджета. Аля Катрапш, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.